Жители дома по улице Хабарова буквально живут над фекальными водами. Здание осело, и каждое лето вся канализация стекает внутрь. Дом был признан аварийным в 2013 году, но жильцы сетуют на то, что до переселения в таких условиях жить невозможно. За этой стеной проживает семья Александра Гробовенко. Как только лед весной тает, вода первой протекает под его полом. Доски под линолеумом почти полностью прогнили. Вот уровень воды. У меня вся мебель вся утонула. Вот это практически везде. Вот эта вот часть вся ушла туда. По словам Александра, зимой температура в здании достигала всего 3 градусов. Ледяная вода вылезала из-под пола. Приходилось ходить в квартирах в резиновых сапогах. В декабре месяце ходили в сапогах в доме. Почти по колено в фекальных водах. Дети болеют. Я вот недавно буквально лежал в больнице с ребенком. Сейчас канализационная вода добралась и до квартир посередине дома. Из-за гниения фундамента здание искривилось. Потолки также начали обваливаться. Жильцы обращались во все инстанции. Но пока только комиссия выписала акты, что до расселения нужны укрепительные работы. Но меры никто не принимает. Говорят, нужно поддерживающие мероприятия провести. Но в итоге никто ничего не делает. По словам сотрудников управляющей компании, сейчас укрепление пока проводить рано. Нужно подождать, пока не растает вся жидкость. Слава богу, пока угрозы обрушения нет. Но она, безусловно, без скорейшего расселения может возникнуть. Укрепительные работы после того, как сойдут, соответственно, все снег и наледи, но они, безусловно, будут. Само здание не попало ни под одну программу переселения. По словам руководителей департамента жилищных отношений, для этого необходимо изъятие мэрией жилых помещений земельного участка. Но денег на снос пока в городской казне не предусмотрено. Подтвержденных на снос именно этого дома финансовых средств нет. Поэтому говорить о конкретных сроках расселения сноса дома пока что нет. Сейчас жильцам остается лишь ждать, пока не появится угроза обвала. Только тогда можно рассчитывать на срочное расселение. Юлиан Бояркин, Ларион Федоров, Вести, Якутск.